Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 ноября. Это среда. Смотрим все знаки зодиака. Начинаем с Овнов. Овны, 9 ноября. Покажите мне, пожалуйста, события для Овнов. Среда. Сразу же книгу у вас увидела. Книга — это казенный дом, госучреждение. Вы туда либо поедете, либо позвоните. Змея. Змея — это человек, у которого длинный злой язык. Да, то есть обычно показывает, может быть, в госучреждение, да, то есть какой-то человек, который что-то обидное скажет, неприятное. Ссора не получается. Встреча деловая, да, то есть опять же в казенном доме, может быть, с кем-то. Ножницы нельзя. Если я говорю нельзя, значит нельзя по правилам, да, то есть я не могу соединить. Это не потому, что мне не хочется. Так, якорь показывает завершение, может показывать точку в каком-то вопросе. Да, то есть, например, вот на деловой встрече вы ставите точку. Или якорь, бросаете якорь, то есть много времени проводите на этой встрече, долго, да, там, допустим, несколько часов. Часы нельзя. Рыба, скользкое дело. Рыба может быть обман, то есть когда нас пытаются обмануть. Даже, видите, подсказка. Кто пытается обмануть? Какой-то представитель закона власти. Да, то есть какой-то влиятельный человек, от которого мы не ожидаем. Да, то есть нам кажется, что человек не может, да, так себя вести, а вот показывает, что может. Общение с другом, подружкой. Сейчас я еще посмотрю для вас горизонтали, вертикали. И вижу сразу же Луну. То есть это какое-то событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, вы раз в месяц ездите в госучреждение для чего-то. Пустые разговоры, скорее всего, с другом, подругой. Болтовня. И сердце нельзя. Получается у вас в этот день посещение госучреждения, встреча, события, которые происходят каждый месяц, точка, либо зависание где-то. Какой-то важный влиятельный человек может вас втянуть в какое-то смутное такое, знаете, дело, мутное, вернее. И также будут встретиться змея, общение с другом и пустые разговоры могут быть в этот день. Ну, здесь событий много, но тут, знаете, как здесь, вот, например, несколько событий могут указывать на одно, да, то есть оно просто в вашем случае описывает хорошо эту ситуацию. Поэтому здесь 2-3 события, но описанные в красках, скажем так. Благодарю вас за внимание. Овны, перехожу я к тельцам. Так, тельцы. Сейчас будем смотреть, что у вас. Тельцы, 9 ноября. Среда. События дня. Покажите мне. События дня. Вы можете проверять со мной. Если вы что-то видите, а я пропускаю, то это событие у вас проигрывается, да, потому что вы его заметили, а я нет. Ожидание может быть. Успех, победа. События в доме.
Ну, имеется в виду какой-то вот праздник, может быть. Подарок. Ой, сейчас 2 положила. Новости хорошие, шарики. Луна нельзя. Гости. Ну, у вас тут, видите, 3 события четко указывают на одно. Да, то есть праздник, гости, подарок. Два сердца нельзя. И здесь есть еще новость. Новость, которая приходит, может быть, по электронной почте, может быть, смс-ка в телефоне. Да, то есть это какая-то электронная новость, скажем так. Получается, в этот день у вас ожидание с утра, кого-то или чего-то ждете. Ну, ожидание, может быть, этого события. Потом показывают, в этот день будет событие, будут гости, подарки, будут хорошие новости. Новости, которые приходят через интернет-связь. И еще может быть успех в этот день. Успех, победа. Может быть, успех просто показывает, что очень хорошо пройдет это мероприятие. Так что, тельцы, вот такая для вас информация на среду. Я благодарю вас за внимание и перехожу к близнецам. Близнецы, смотрим. 9 ноября, среда, события дня. Очень сильные переживания у вас могут быть. Первое событие выпала глубокая печаль. Да, то есть это что-то, что трогает нас прям вот до глубины души. Сейчас, может быть, события другие нам подскажут, что это у вас там так вас тронет. Интимная связь. Отличное настроение. Ну, видите, недолго вы тут переживать будете. Выходит солнышко, да, и показывает, что настроение становится гораздо лучше. Деловое общение может быть. Бабочка. Весы нельзя. Дорога. Замок. Откроется какая-то тайная информация. Возможно, эта тайная информация вас расстроит. Ну, как вариант, не факт. Конфликт. Тоже вот может быть, да, разочарование из-за конфликта. Потому что 2 меча показывают 2 разных мнения, да, то есть люди прям могут там кричать, ругаться, да, повышать голос. То есть это прям вот такая войнушка. Ключ нельзя. И ожидание. Кораблик ожидания. Ожидание может быть связано с дорогой. Горизонтали, вертикали нет. Значит, смотрите, получается, в этот день будет какое-то разочарование, будет интимная связь, хорошее настроение. То есть, видите, в один день будет и разочарование, но при этом и хорошее настроение. То есть показывает, что надолго вы залипать не будете, да, вот в этом негативе. Будет деловое общение, будет поездка, ожидание, откроется какая-то информация, которая была закрыта, и может быть конфликт. Ну вот, может быть, как вариант, да, то есть когда события выпадают друг за другом, обычно они описывают друг друга, то есть открывается информация, после этого конфликт. Я думаю, что вот эта информация, которая откроется, она будет какая-то неприятная, да, из-за этого вы поконфликтуете. Но это вот мои предположения, да, то есть, возможно, у вас как-то проиграется по-своему. Ну вот, для вас выпали такие события.
Благодарю за внимание. И перехожу дальше к ракам. Так, смотрим, что будет у раков. Девятое ноября. 9 ноября. События дня для раков. Покажите мне. Так, смотрим, раки, что у вас 9 ноября. Сразу же сундук выпадает. У вас может быть прибыль в этот день, финансовые поступления. Флаг нельзя. События может быть. Смотрите, события в доме и события, которые повторяются каждый месяц. Рядышком выпали. Интимная связь может быть в среду. Мешок с деньгами. Да, то есть будут поступления, но могут быть и траты. Да, то есть, смотрите, да, деньги из мешочка выпадают. Но опять же, здесь могут быть поступления, а мешочек может показывать, да, что мы откладываем, да, то есть куда-то свою кубышечку, да, то есть делаем запас. И так может быть. Ожидание. Ожидание денег. Хорошее настроение, солнышко. Бабочку нельзя. Ну, здесь нет. Получается, у вас будет прибыль, поступления будут финансовые, будет событие, возможно, в этот день какое-то. Также будет событие, которое повторяется каждый месяц. Возможно, это вот эти поступления, да, то есть, может быть, это зарплата, пенсия, да, то есть приходят деньги каждый месяц в этот день. Может быть интимная связь, какое-то событие, связанное с деньгами, ожидание и отличное настроение. Так что, раки, вот такие события у вас. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к львам. Львы. Смотрим. Девятое ноября. Среда. События для львов. Покажите мне, пожалуйста. Тайная встреча, тайное свидание. Первым выпадает событие. Нерешенный вопрос. События в доме. Удача.
ожидание. Ожидание и череп. Череп – это болезнь. Плохое самочувствие, посещение медучреждения. Может быть, смотрите, ожидание в медучреждении. Подарок. А может быть, еще как вариант события, подарок. То есть событие может быть связано, например, рождение ребенка, да, то есть больница, ожидание. Может быть, у кого-то ребеночек будет рождаться в этот день. Так, весы, колебания, сомнения. Это, то есть, когда у нас есть два варианта, и мы не знаем, какой выбрать. Казенный дом нельзя. И ссоры тоже нельзя. Получается, у вас может быть тайная встреча с кем-то, может быть нерешенный вопрос. И, ну вот, скорее всего, какой-то вопрос не решится, потому что не выпали ножницы. Ну, то есть ножницы показывают решение, а их нет. Поэтому, скорее всего, не решится. События, удача, ожидание, тема здоровья в этот день будет для вас актуальна, подарок и какой-то выбор. Вы еще будете перед выбором стоять. Так что смотрите, много хороших событий, да, но есть и предупреждения для вас. Благодарю за внимание. И я перехожу к девам. Смотрим дальше, что будет у дев. Девы. Девятое ноября, среда. События для дев. Покажите мне, пожалуйста. Ножницы. У вас может решиться какой-то вопрос в этот день или какое-то дело. Может быть тайная встреча, тайное свидание, выбор. Но я у вас не нашла ничего больше. Сейчас я еще посмотрю по периметру, сразу вижу нерешенный вопрос. Вот смотрите, нерешенный вопрос точно решится. Видите, ножницы выпали. Так что в среду вы точно решите какую-то для себя, поставите точку в каком-то деле, которое долго, видите, долго тянется. Возможно, вы не один раз уже пытались решить, не получалось. Вот в среду получится. Общение с семьей, с детьми, цыпленок. И новость нельзя. Значит, у вас получится 5 событий. Первое – это решение вопросов, которые не решались. Дальше могут быть колебания, сомнения, да, то есть какие-то вот в этот день, скорее всего, да, вы будете сомневаться, получится или нет. Вот не надо никаких сомнений, у вас все получится, ножницы выпали. И еще показывают, может быть, свидание и общение с семьей, с детьми, то есть цыпленок показывает семейную жизнь. Так что еще вот будет какое-то времяпрепровождение с семьей либо с детьми в этот день. Вот такая информация для вас, да, выпала на среду. Хорошая, решаются вопросы и проводите время с семьей. Благодарю вас за внимание. Дальше я перехожу к весам.
знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео, не здесь, да, то есть в другом видео. Ссылочку на вторую часть я для вас оставляю под видео в описании всегда, да, чтобы вам было легче найти. Еще как вариант вы можете в комментарии под этим видео ставить запрос. Напишите знак зодиака, да, или там, мне нужна вторая часть, вернее, напишите. Если вы не можете найти это под видео, да, то есть не знаете как, не понимаете, то есть тогда я вам оставлю ссылочку. В общем, жду вас во второй части.